Добрый вечер, уважаемые зрители. Я Влад Давыдов и корреспонденты Якутии-24. Сейчас подведем итоги дня. Смотрите сегодня. 70 человек, из них 20 детей. В Якутске возросло количество заболевших корью. Организованные прививочные бригады. Под контролем ли ситуация? Ипотека 2%, поддержка учителей и врачей, снижение тарифов на электроэнергию. Что ждет дальневосточников в новом 2020 году? Разбор Дмитрия Тымырова. Шаг в будущее. В Якутске проходит научно-практическая конференция среди школьников. Мусорная реформа. Как идет работа в столице Южной Якутии? Мнение жителей Нерингри. Когда очередной отдых? У россиян будут трехдневные выходные в феврале и в марте тоже. Премьер-министр страны Дмитрий Медведев поручил сформировать специальный жилищный фонд для погашения задолженности по выдаче квартир для детей-сирот. Получение жилищного сертификата предусматривает не получение денег на руки, а поступление их на личный счет продавца жилья в безналичной форме. Это позволит купить жилье там, где человек видит свое будущее. Минпросвещение должно законодательно закрепить такую возможность до 30 марта этого года. Кроме того, перед ведомством стоит задача законодательного сохранения жилых помещений за детьми-сиротами. Министерство уже работает над законопроектом о внесении изменений в федеральный закон. Число семей, которые смогут получать пособие на первого и второго ребенка, увеличилось с этого года. Дело в том, что изменился критерий нуждаемости в этих выплатах. Если в прошлом году на них могли претендовать семьи, доход которых не превышает 1,5 прожиточных минимума трудоспособного человека в регионе на члена семьи, то начиная с этого года семьи, имеющие доход не больше 2 его размеров на человека. Напомним, что данное пособие выплачивается в размере прожиточного минимума ребенка в субъекте. Человек имеет право подать заявление на получение этих выплат в любое время в течение 3 лет со дня рождения ребенка. Увеличились в размере и выплаты пенсионерам. С 1 января проиндексированы страховые пенсии всех неработающих якутян на 6,6%. Так, у пенсионеров средний размер страховой пенсии по старости увеличился на 1444 рубля и составил таким образом 21 522 рубля. Сегодня по всей Якутии более 270 тысяч получателей пенсии, а январское повышение коснется 138 тысяч неработающих пенсионеров. Увеличение страховой пенсии идет по уже заранее фиксированному индексу. Если раньше уровень индексации был привязан к уровню инфляции, который складывался за предыдущий, то начиная с этого года и в предстоящие 5 лет ожидаются фиксированные размеры индексов. Индексация будет касаться только для неработающих пенсионеров. Также у нас ожидается повышение ежемесячных денежных выплат. Это будет у нас с 1 февраля. С 1 апреля у нас будут повышены пенсии для получателей социальных пенсий. Что касается работающих пенсионеров, то по пенсионному законодательству с 1 августа у нас назначена корректировка по результатам уплаченных работодателем страховых взносов на счет застрахованных лиц. В Якутске возросло количество заболевших корью. Об этом сообщает Министерство здравоохранения республики. На сегодняшний день это 70 человек, из них 20 детей. Однако, по словам специалистов, ситуация находится под контролем. Так, в праздничные дни были организованы прививочные бригады. Репортаж Саргалана не устроил. Всего за праздничные выходные прививочной бригадой медицинского центра города Якутска были привиты 340 человек, из них 66 детей. Бригада работала с 9 утра, иногда до позднего вечера. К сожалению, по словам врачей, не все пациенты шли на контакт. Кто-то просто не открывал дверь, а кто-то мог подобрать не слишком лицеприятные высказывания. Хотелось бы, конечно, обратиться к населению, да, чтобы они поняли, мы ходим это не для того, чтобы захотели пойти, мы ходим по тому, чтобы наша эпидобстановка была благоприятной, чтобы дальше корь наш не распространялась.
Однако меры по борьбе с корью и ее профилактикой дают плоды. На сегодняшний день 67 человек уже выздоровели, в том числе 19 детей. Все они находятся на амбулаторном наблюдении у врачей. В целом, со слов специалистов, ситуация полностью под контролем, а борьба с заболеванием проходит успешно. В данное время у нас проводятся все профилактические мероприятия, проводится вакцинация населения полностью. И проводится еще подчищающая вакцинация, то есть те, которые не привитые люди, приходят и прививаются. И также, если кому неизвестен анамнез заболеваемости корью, те приходят и проводят диагностику по ИФА. На сегодняшний день никаких детских садов, ни школ не закрыто, только начались учебные мероприятия. Будем надеяться на лучшее. Корь – заболевание с очень высоким уровнем заразности. Инфекция в начальной стадии легко маскируется под простудное заболевание. Врачи предупреждают, традиционные народные способы профилактики не помогут. Но если у человека отсутствует иммунитет против данного заболевания, то мытье рук не поможет. Основное профилактическое мероприятие – это прививка. Прививка той вакцины, которая направлена против данного заболевания. Другой, как говорится, альтернативы нет. Сейчас, как уверяют эпидемиологи, случаи заболевания корью сократились, стали чуть ли не единичными. В настоящий момент под медицинским наблюдением находится более 10 тысяч человек, из них более 4 тысяч – дети. Всего в рамках подчищающей иммунизации населения в Якутске привито более 11 тысяч человек. Однако пока говорить о том, что вспышка кори в республике остановлена, еще рано. Саргалана Неустроева, Семен Семенов, Якутск. Корь стала причиной переноса мероприятий. Речь идет об объявленных ранее 20-м региональном конкурсе молодых исполнителей «Новые имена Якутии» и бале юных дарований, которые должны были состояться 9-12 января и 13 января соответственно. Они перенесены. Об этом сообщили в региональном министерстве культуры. О новой дате проведения конкурса и бала юных дарований ведомство сообщит позже. К другим новостям. Министерство просвещения одобрило идею общественной палаты включить в школьные уроки по ОБЖ раздел по киберзащите. Об этом сообщает газета «Известия». Как пояснили в Минпросвещении, с помощью нового курса дети научатся распознавать информационные и компьютерные риски и угрозы, а также предупреждать и предотвращать их. После утверждения новых образовательных стандартов программа предмета ОБЖ будет изменена. По данным прошлого года, специалисты зафиксировали 638 эпизодов кибербуллинга, которые получили широкий общественный резонанс. Основными площадками для травли в интернете являются ВКонтакте и YouTube. Подъем и развитие Дальнего Востока объявлен приоритетом на 21 век. Правительство страны начало проводить ряд социально значимых проектов в макрорегионе. И новый 2020 год не станет исключением. Что же ждет дальневосточников в этом году? Разбор темы подготовил Дмитрий Тымыров. Дима, здравствуй, тебе слово. Коллеги, здравствуйте. В конце 2019 года правительство страны запустило беспрецедентную программу поддержку молодых семей «Ипотека по 2%». Данная программа также распространяется на получателей дальневосточных гектаров. Если первые ограничиваются возрастом 35 лет включительно, то вторые получатели гектара земли не ограничиваются ими. Данная программа в этом году заработает в полную силу и даст толчок расширению границ и по улучшению жизни дальневосточников. Так, в этом году на базе Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики заработает проектный офис. В него войдут сотрудники ряда министерств и ведомств, специалисты банков, кредитных организаций, строительных фирм и другие. Основными задачами офиса станет контроль за выдачей ипотеки, мониторинг программы в регионах. Первое заседание намечено на вторую половину января. Также в этом году продолжится работа по поддержке демографии в этом округе страны. Так продолжатся выплаты по дальневосточному демографическому пакету поддержки семей с детьми, который заработал еще в 2019 году. Он включает в себя единовременные выплаты при рождении детей, региональный материнский капитал и программа снижения ставки по ипотечным продуктам. В этом году продолжит работу программа поддержки учителей, врачей и фельдшеров. С 1 января 2020 года размер единовременных компенсационных выплат по программе «Земский врач», «Земский фельдшер» и «Земский учитель» увеличен в 2 раза. Теперь подъемный составит 2 миллиона, а не 1, как было до этого.
Еще больше социально значимых объектов построят в этом году. Так планируется строительство 108 объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта. Деньги на эти выделят в рамках так называемой дальневосточной единой субсидии. Куратором выступает Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. Программа «Единая субсидия» рассчитана до 2022 года. Регионы в общей сложности получат более 94 миллиардов рублей. На эти средства будут построены 493 объекта, реконструировано 946 объектов и оснащено оборудованием 203 социальных учреждения. Выравнивание энерготарифов в 5 дальневосточных регионах будут продлены. Механизм предполагает снижение тарифов на электроэнергию для промпотребителей до среднероссийского уровня. В частности, в Чукотском автономном округе снижение тарифа составило почти 70%, в Якутии 48%, в Камчатском крае, Магаданской и Сахалинской областях до 34%. Тариф снизился для 86 тысяч предприятий и 7 тысяч бюджетных организаций. Действие механизма позволяет дальневосточным предприятиям экономить на электроэнергии более 27 миллиардов рублей в год. Сэкономленные средствами регионы распоряжаются самостоятельно. Как правило, они направляются на развитие социальной сферы. С этого года в Якутии и ряд других субъектов Дальнего Востока войдут в программу повышения трудовой мобильности населения. Всего в 2020 году участие в программе планируют принять 58 компаний из 11 субъектов Дальневосточного федерального округа. Так, с прошлого года для работодателей, участвующих в региональных программах повышения трудовой мобильности на территории Дальнего Востока, увеличен размер финансовой поддержки на каждого привлеченного работника с 225 тысяч рублей до 1 миллиона рублей по решению руководителя субъекта Российской Федерации. Напомним, программа повышения мобильности трудовых ресурсов действует с 2015 года. С начала ее действия на Дальний Восток привлечено более 2000 человек. На этом у меня все. Спасибо, это был Дмитрий Тымыров. Мы продолжаем выпуск. Молодые исследователи собрались в столице республики. В Якутске стартовала научно-практическая конференция среди школьников «Шаг в будущее». Свои научные работы на суд экспертов представили более 1300 молодых исследователей. Сюжет Саргаланы Федоровой. Фонтан из лего, выращивание растений в космосе, приборы для сортировки алмазов по цвету. Все это и многое другое сегодня представили юные исследователи. Большинству участников нет еще и 13 лет, но смелость их идей и ума удивляет. Ребята привезли много авторских разработок. Учащиеся из Тампонского района решили облегчить труд фермера с помощью цифровых технологий. Они разработали инкубатор для выведения цыплят и провели уже несколько экспериментов. Мы вложили в инкубатор 15 яиц и вылупилось 47%. Это 7 штук. И всему виной служила лампа. Она перегорела, и из-за резкого спада температуры погибли зародыши. И вот вы видите вторую лампу, она запасная. После рождения цыплята попадают вот сюда. Это автоматизированный бродер. Здесь они растут, развиваются. Зеленый цвет их успокаивает, а вот эта эластичная лента очищает помет. Об обеспечении космонавтов пищей позаботился Евгений Гафаров из Мирного. Его установка позволит выращивать растения в условиях невесомости и отсутствия гравитации. Моя установка должна помочь сэкономить деньги, ведь доставка груза на МКС – очень дорогостоящее мероприятие. Асархан Шапараев предлагает благоустроить Ленск, используя ветер и солнце. Мы использовали генератор собственноручно. То есть мы сами создали этот генератор из двигателя из-под принтера. То есть мы сами его перемотали, сами добавили туда магниты и посчитали требуемую мощность. Если администрация города поддержит, то в принципе этот проект можно реализовать уже на полноценной практике. То есть в нашем городе установить такие альтернативные источники энергии. Далее в ходе работы пройдут мастер-классы по основам научного исследования, профориентационная выставка. Помимо оценки работы экспертами проходит открытое голосование. Все желающие имеют возможность также поучаствовать в процедуре так называемого общественного выбора, то есть могут проголосовать за те работы, которые им понравились больше всего. Конференция проводится уже в 24-й раз. За все это время сложилась определенная система поиска талантливых ребят. Порядка 20% юных исследователей в дальнейшем посвящают жизнь науке. Но главное достижение участников – воплощение в жизнь их проектов. Саргалана Федорова, Павел Пахомов, Якутск.
Короткая реклама. Вернемся через полминуты. Оставайтесь с нами, смотрите далее. Мусорная реформа. Как идет работа в столице Южной Якутии за последний год? Мнение жителей Нерюнгри. Когда очередной отдых у россиян? Будут трехдневные выходные в феврале и в марте. Об этом и о многом другом через паузу. Это Якутия-24 в прямом эфире. Программа «Итоги дня». Продолжаю выпуск. Правительство России предусмотрело 4 миллиарда рублей на строительство онкологического диспансера и онкологического центра с поликлиникой в Якутии. Объекты будут введены в 2023 году. Наша республика получит ассигнование из федерального бюджета на софинансирование капитальных вложений в эти объекты здравоохранения. Субсидии Якутии, как и другим субъектам федерации, утверждены распоряжением правительства страны. В Якутии переселят 61 тысячу человек из аварийного фонда. Республика завершила все программы по переселению из аварийного жилья, признанного непригодным к проживанию до 2017 года. Напомним, реализация национального проекта «Жилье и городская среда» рассчитана до 2024 года. Первый индикатор, по которому рассчитывается исполнение национального проекта, это ввод жилья. План 2019 года – 542 тысячи квадратных метров. Второй индикатор – программа по переселению из аварийного жилья. Таким образом, в этом году планируется переселить 61 тысячу человек из 1 миллиона квадратных метров. Нежданной теплой погоде радуются, наверное, все, кроме коммунальщиков. Такие метеоусловия, как правило, сопровождаются большим количеством осадков. Вот и в Алдане жители жалуются, что вместо привычных дорог и тротуаров одни сугробы, по которым не пройти, не проехать. Местные службы ЖКХ обещают решить проблему в кратчайшие сроки. Материал Татьяны Вахниной. На январских каникулах погода побаловала якутян почти весенним теплом. В Алдане столбик термометра не опускался ниже минус 15 градусов. Днем температура доходила до минус 5. Особое очарование зимним улицам придавал падавший снежок. Правда, ходить и ездить теперь приходится с осторожностью. Если так по-русски, то, конечно, материться хочется. Но что там, тем более машина у меня, видите, какая большая. Приходится людей пропускать. Стоим, вот сейчас пытался заехать сюда. Минут 5 стоял, чтобы повернуть. Снегопад продолжается, сугробы растут. Притоптанный и примятый шинами снег образует бугры и холмы. Подобные взгорья, как и раскатанные обледеневшие участки, не всегда видны как пешеходам, так и водителям. Едется, наверное, не очень хорошо, потому что машина побоялась сюда заехать. Оставили на дороге. Вот. Ну, конечно, очищено, наверное, плохо. Центральные дороги, наверное, очищены, а вот по узким дорогам, второстепенным дорогам, там, конечно, плохо прочищено. Посильную лепту в непростую ситуацию вносят индивидуальные предприятия и жители. Сотрудники дорожных служб призывают дворников не отметать снег от крылец на проезжие части. Ситуация по очистке улиц находится на контроле у главы города. В настоящее время заключен договор с подрядной организацией сроком на 2 месяца. Промежуточный контракт, он разыгран январь-февраль месяц, в связи с тем, что бюджеты приняты только 27 декабря. По словам главы города, уборка снега и подсыпка дорог будет производиться в ночное время, когда проезжие части свободны. Ожидается, что в надлежащее состояние дороги будут приведены в течение нескольких дней. Контракт подписан. Уважаемые алданцы, потерпите. Техника выйдет на город. Город приведем в течение недели в надлежащее состояние. По прогнозам синоптиков, мягкая температура сохранится в течение недели, и в ближайшие дни снегопады не прекратятся. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. В Нерюнгри после длительных новогодних выходных вновь подняли вопрос вывоза мусора. Напомним, что в конце прошлого года по городу на 9 участках работало 6 единиц техники. Были частые перебои в уборке, следовательно, жалобы горожан. И все же нерюнгринцы дали шанс мусорной реформе и доверились региональному оператору, который ранее заявил, что с января 2020 года будет задействовано 12 единиц техники, а с привлечением подрядных организаций еще порядка 8. На сегодня стало известно, что один из новых КАМАЗов вышел из строя и по гарантии возвращается обратно на завод. Вот что обо всем этом думает местное население в целом по проблеме. Ну, я живу по линии на 7.1.
В принципе, таких мусорных свалок огромных нет. Вот после праздников пару дней было, но быстренько все убрали. В принципе, меня все устраивает в моем доме. По моему мнению, вообще в Нерюнгри мусора очень много. Мусор около подъезда. Это вообще просто свалки. Мусорная ситуация в Нерюнгри вполне пока нормальная. Мусора нет на дорогах, в подъездах, все чисто. Мое мнение, считаю, не всегда и не везде, да. Я вот на Ленина 16 живу, все это после Нового года мусор не вывозили. Я считаю, что не справляется. Почему? Вот где вы живете? Южно-Якутская, 31. В последнее время периодически не всегда вывозят. Обеспокоенные жители Якутска обратились в нашу редакцию с проблемой провисших под тяжестью снега высоковольтных проводов. Электросети, идущие вдоль столичных улиц, не только опустились ниже положенной высоты, но и переплелись с ветвями растущих под ними деревьев. Горожане боятся, что такая картина может привести к замыканиям. Возможно ли такое и кто должен следить за всем этим? Репортаж Ульяны Шагиной. Улица Дзержинского в районе 9-й школы – одна из самых густо насажденных. Высокие ветви берез и плакучих ив не только украшают столицу. В зимнее время ветви под тяжестью снега в буквальном смысле ложатся на провода, тем самым вызывая обеспокоенность горожан. Конечно, опасно. Вдруг там повреждения, да, или что. Я точно не могу сказать, насколько они это... Опасно? Да, ну, специалисту надо решать. Я не знаю, может быть... Когда намокают, может там повреждение, может быть что-нибудь замкнет. Я думаю так. Опасно, конечно. Почему? Ну, всякое может быть. Как оказалось, провода принадлежат муниципальному предприятию «Горсвет», которые быстро отреагировали на нашу заявку и приехали разобраться в сложившейся ситуации. На нашу заявку специалисты Горсвета отреагировали сразу, подъехали и посмотрели, как нам объяснил сам специалист. Опоры принадлежат им, но при этом сами провода могут принадлежать любым организациям, которые заключили договор с компанией Горсвет. Речь в первую очередь идет об операторах сотовой связи, которые, заключив с Горсветом договор, проводят здесь оптоволоконные линии связи. Это линии, кабель, который состоит из маленьких стеклянных, грубо говоря, трубочек, которые проводят свет в лазерном там диапазоне и который как бы улучшает связь. Сотовые и прочее. Оно без напряжения. Кроме оптоволокна, к этим опорам подключены электролинии, питающие уличные фонари. Напряжение в этих кабелях 380 вольт, что вполне может быть опасно для жизни человека. Но специалисты Горсвета заверили нас, что они не несут никакой опасности. Не опасные. Ну, напряжение там 380 вольт. И поэтому оно изолированное все. В центральных городах России проблема решается просто. Там срезаются верхушки деревьев, которые переплетаются с электрокабелями. В Якутске этим занимается в основном только Якутскэнерго, на балансе которого высоковольтные провода. Тем не менее, в Горсвете заверили, что заявка обязательно будет отработана в ближайшие дни, в том числе и с операторами связи, которые должны устранить проблему свисающих кабелей. Ульяна Шагина, Григорий Николаев, Якутск. Все новости Ленска теперь можно узнавать на сайте «Окей Город». Федеральный портал наряду с другими российскими населенными пунктами пополнил и западный якутский город. Это стало возможным благодаря неравнодушным ленчанам, которые стали партнерами разработчиков интернет-сервиса. Приложение можно скачать как для Android, так и для iOS. Помимо новостной ленты можно найти все услуги, предоставляемые в Ленске, справочники с организацией с контактами, точным адресом и даже геолокацией. Совершить звонок можно также сразу из приложения. Постоянно обновляется и афиша мероприятий. Мы начали этим заниматься, так как у нас в городе подобных приложений еще нет. Для удобства жителей мы создаем подобное приложение. То есть, там любой житель может от новостей до заказа еды. Сейчас уже поступают звонки от самих организаций, то есть они просят разместить их. Также к приложению еще привязаны и страницы Instagram. То есть у нас в страницах Instagram только 5000 пользователей по Ленску. В феврале россиян ждут трехдневные выходные в связи с празднованием Дня защитника Отечества. Отдыхать будем с субботы 22 февраля по понедельник 24 февраля. Кроме этого, 3 выходных дня ждут российских граждан с 7 по 9 марта в связи с празднованием Международного женского дня. После этого следующие длинные выходные будут в мае.
Якутия-24 продолжает работу в прямом эфире. Далее продолжат коллеги. Оставайтесь с нами, будьте в курсе.